Здравствуйте, меня зовут Жангиров Ринат, мне 23 года, я из поселка Махсыгалух. С самого детства я занимался дзюдо-самбо, был 8-кратным чемпионом республики, неоднократным участником первенства России, выполнил норматив мастера спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Поступил в Омское летно-техническое училище гражданской авиации на авиатехника. Отслужил в войсках, закончил учебу, получил диплом, ну и в общем вернулся обратно в Якутию. Отдал документы в авиакомпанию и ожидал от них ответа. Я решил время не терять и решил устроиться на временную подработку на завод. На заводе произошел самый несчастный случай, где потерял обе ноги. 16 августа 2016 года, за неделю до моего дня рождения. Так как не вышел на смену, на работу один из, так сказать, сотрудников, меня поставили на его место. Он работал на электрокаре. То ли штанину, то ли шнурок затянуло под колесо электрокара. Весит она около 4 тонн, наверное, на этой электрокаре. Большие железные колеса, и между колесами большие шестерни. И получилось так, что я как-то развернулся и оказался вообще между ними. Кричал, звал на помощь, и в самый последний момент, когда я уже, можно сказать, сдался, перестал кричать, меня заметил мой напарник. 2 месяца находился в больнице на стационарном лечении. Спустя какое-то время снова начал учиться ходить заново. Я думал, все это будет легко. На самом деле это очень сложно. Головой ты понимаешь, что это не настоящие ноги, что это не твое. Ну и в то же время понимаешь, что к этому нужно привыкать. Больше всего мне было жалко девушку мою, в первую очередь мать, маму. Вдохновляла меня в первую очередь мои родственники, девушка. Было очень много поддержки со стороны друзей, со стороны знакомых. Со стороны незнакомых было очень много поддержки. В прошлой своей жизни я был очень активный, любил развлекаться, любил бегать, прыгать, заниматься гимнастикой, любимым спортом заниматься. Снова хочется как-то выйти на татами, почувствовать захват в своих руках. Это и есть. Очень скучаю. После этого не стал сидеть на месте. Начал искать работу и нашел вакансию в медицине катастроф, технику по ГСМ. Начал продолжать заниматься спортом, пауэрлифтингом. Готовимся на норматив кандидата в мастера спорта в ближайшее время. Когда я был на соревнованиях в Сочи, я разговаривал с такими же людьми, как я. Они предлагали мне пропагандировать новый вид спорта, единоборство для инвалидов. Мыслей очень много. Со временем хочу начать пропаганду нового вида спорта, единоборств для инвалидов. С девушкой у нас обязательно скоро поженимся, завести детей. Но мне кажется, смысл жизни это заключается в том, что нужно прожить свою жизнь так, как ты хочешь, как ты желаешь. Ну и оставить после себя наследников. По 100-бальной шкале я на 95% счастливый. Но в данный момент я радуюсь каждому своему дню, потому что жизнь она одна, и всякое может в жизни произойти. В данный момент начал ценить то, что у меня есть, ну и радоваться тому, что есть.